урачыстасцяў я асаблівым чынам хацеў бы звярнуць увагу і заўсёды звяртаю. Глядзіце, дарагія браты і сёстры і дзеці, што штосьці ў нашым касцёле сёння ненармальнае. Што не так? Як думаеце? Можна рукі паднімаць, друг. На крыше. Ленты на крыше. Так это нормально. Что не так? Что нелогично? Что неправильно в костеле? Ну? Ковер лежит. Ковер лежит. Ну ладно, но... Дети в белых альбах сидят. Так это нормально. Тут венки висят. Венки висят. О, вы замечаете все что-то внешнее, правда? Необычно, правда? А внимательно посмотрите назад, по сторонам посмотрите. Лавочки. А скажите мне, вот честно скажите, это правильно, что вы в лавочках сидите, а ваши бабушки, дедушки стоят там в конце костела? Правильно это? Вас что, не учили место уступать? В автобусе, если ездите автобусами, где еще место можно уступать? В троллейбусе, в Лиде прямо толпа троллейбусов ездит. В поликлинике особенно уступайте место, мало ли что. Где еще надо уступать? В магазине где? На лавке, на лавке. Но сегодня необычный день. Сегодня в костеле обычно вы должны уступать, и все мы должны уступать старшим людям. У них ноги болят, им было бы удобнее сидеть, но один раз в году, когда можно нам всем быть теми, кто стоит со стороны и смотрит на вас, сегодня вы можете занимать важное место, центральное место в костеле. Вы должны это запомнить. Знаете почему? Потому что это место, которое показывает вам, какую важную роль и какое важное место вы занимаете в жизни своей семьи, своих родителей, своих двоюродных, троюродных, братьев, сестер, бабушек, дедушек. Сегодня они вам уступили первое место. Надеждой, тихой надеждой, что когда-то вы запомните этот момент, и что когда-нибудь, когда понадобится им сесть на эту лавочку, или на другую лавочку, правда, или на стульчик, или на неизвестно что они первый этап своей работы они сделали. Они же вас привели сюда, правда? Они же вас на уроки религии водили. Они же вам кучу всяких обязанностей давали. Хотелось ходить всегда на уроки религии? Конечно. Да? Каждый раз, без этого. Вы же в споведи были не так давно. Врать нельзя. Но Бог вам через эту свечку напоминает. Это будет сделать очень трудно. Поэтому внимательно посмотрите на эти свечки. Помните, ваши родители достойно за эти 10 лет их пронесли. Ну или сохранили в шкафах. Но несли. С этого момента вы уже были в первой исповеди. Вы скоро будете в первой коммунии. С этого момента вам придется эти свечки нести самим. Они пожелтеют. Они, возможно, не будут такими красивыми. Они, возможно, немножко там покорябятся за долгие года жизни. Так и должно быть. Это нормальное состояние. Свет, который не горит, свеча, которая не горит, она бесполезна. Ваши свечки в сердце вашем, ваш огонь Божий, который вы получите сегодня в сердце вашем, должен гореть. Расскажу вам про свет Божий в сердце человека одну историю, одну легенду.
представим себе, что мы можем взять и каким-то прибором с телефона или с чего-то подобного посмотреть, как выглядит наше сердце. И был такой молодой человек, юноша, имя его которого мы не знаем. Он увидел, прорентгенил там, просмотрел свое сердце, увидел, что оно большое, здоровое, чистое, без единой морщинки, без единой какой-то там царапинки. И он бегал по улицам и хвалился. Смотрите, какое у меня хорошее сердце. Я здоров. Смотрите, как мне Бог поблагословил. А рядышком с ним стоял его дедушка, которому было чуть больше лет. Ну, так, на лет 50 больше. Но и он решил посмотреть, какое это сердце. И он тоже включил этот аппарат, и вместе с этим юношей, с его внуком уже, начали смотреть это сердце. И оказалось, что там оказалось? Оно постаревшее. Все в морщинах, в каких-то ранах, надорванное местами, прям лоскутками вырванное. И этот юноша не может понять, почему так.